Друзья мои, Улан Залатнер, специально для вас я хочу открыть новую рубрику «Как это по-калмыцки?». Сейчас наш родной язык у большинства носителей стал очень простым, бытовым, примитивным. Сотни интересных и важных для формирования национального самосознания слов стремительно уходят в пассивный запас, а новыми поколениями вообще забываются. Хочется, чтобы мы вспоминали и запоминали эти слова вместе. Теперь каждую среду я буду записывать короткие видео о важных калмыцких словах. Сегодня я расскажу о том, как по-калмыцки будет «любовь». Все мы привыкли к тому, что любовь у нас называется дурн. Бичамда дуртав пишут сейчас на футболках и кружках. И круто, что это слово у практически всех калмыков в активном запасе. А сейчас давайте разберемся, какие значения имеет слово дурн. В старину все браки у калмыков заключались по договоренности родителей жениха и невесты, а потому о любви в современном понимании речи не заходило. Слово «дурн» используется не только по отношению к людям, но и к животным и пище. «Бимернде дуртав» – я люблю лошадей, или конкретнее люблю скакать на них. «Бишеленде дуртав» – я люблю шулюн или мясной бульон. В сутре сердца Пражни Парамиты, переведенной самим Зая Пандита, есть такие слова «Гюн йоудлар йоухы дурта тире ямыр сурнюльтхы», что можно перевести как «те, кто желает воплощать практику глубинной Пражни Парамиты, как должны поступать». Основываясь на приведенных примерах, нетрудно догадаться, что дурн в большей степени это желание, физическая потребность. А как же тогда будет высокая духовная любовь? В старинных текстах используется слово «херн», которое в словаре Хальмы-Горы 100 лет 1977 года переводится как «милость» или «помилование». В монгольском языке айратов синдзяна, как и в айратских старинных текстах, этим словом обозначается и любовь. Херн – это любовь покровительствующая, защищающая, милостивая. Любовь к отечеству, пожилым родителям или жене в высоком смысле будет именно херн. Это подтверждается материалами родственных нам языков. Еще один вид любви в айратских и монгольских старинных текстах обозначается словом «асрынгу». Надо сказать, что это слово образовано от глагола «асырхы» – «взращивать с добротой» или «любовью». Это слово вы все знаете. Это слово является общемонгольским эквивалентом санскритского термина «майтри», палийского «метта» или тибетского «джампа». На русский язык сегодня это слово переводится как «любящая доброта» или «любовь». Но это любовь не плотская и даже не покровительствующая, а взращивающая. Это взращивающая дружественность, благожелательность, добросердечность. Обычно это слово «асырхы» в современном калмыцком языке используется в контексте заботиться, взращивать с заботой, любовью, быть милостивым, милосердным. А вот слово «асрынгу» в современном калмыцком языке уже давно забылось. Однако в айратских текстах оно очень часто используется в эпитетах Будды Майтреи. Так, например, айратский эквивалент имени Бодхисаттвы Майтрея будет «асрыкчы», то есть любящий или любящий. Любящая же доброта там называется «асырхы сеткыль». Вот так сегодня мы узнали о том, что в калмыцком языке есть целых 3 слова «любовь». Следите за нашими публикациями, подписывайтесь на наши аккаунты и давайте вместе возродим наш родной язык. Уважаемые зрители, Кынте Халягачныр, подписывайтесь на канал Центра развития калмыцкого языка, делитесь видео, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии, ведь эти видео мы записываем для вас. И для нас очень важны ваши отзывы. Танрига Кындылдык, Хальмыккелен Ирджилтен Тев.